Совместная программа ЕС-ООН по улучшению среднепрофессионального образования стартовала в Абхазии в 2019 году. Ее главная цель – поднять престиж профтехобразования. За 3 года помощь получили несколько колледжей Абхазии. Вся проводимая работа основывалась на 3 китах: ремонт и техническое оснащение колледжей, повышение квалификации преподавателей и, что немаловажно, профориентация молодежи. Я заходил в эту комнату, я был, извиняюсь, в теплой обуви. У меня ноги промерзли. Здесь были забиты фанерой окна, было очень холодно. И вот я, конечно, начал понимать и воспринимать те слова, те пожелания, которые люди сказали. Необходимо поменять вот эту систему. Второй компонент – это, конечно, то, что мы собирались сделать и хотели сделать. Это современные тренинги, современные формы преподавания, современная экспертиза. Мы сделали все возможное, чтобы организовать именно такие тренинги для преподавателей, для управленческого персонала. И, конечно, постарались привлечь и частный сектор, и неправительственные организации, чтобы мы вместе работали. Необходимо все-таки привлечь молодежь, чтобы она могла прийти и расставить свои жизненные ориентиры, свои приоритеты, свои цели, стратегии. В рамках программы в Сухумском государственном колледже был проведен ремонт. Полностью заменена кровля, окна и двери. Отремонтирован учебный блок с 3 аудиториями. Здесь начал функционировать центр профориентации, класс для обучения электрическому делу и компьютерной грамоте. Еще одним подарком от программы ЕС-ООН стала новая автомастерская, где студенты будут изучать все, что связано с механикой. Я помню, самый решающий, вот Ирина Шотовна тоже присутствовала, и она сказала тогда, почему-то, мне кажется, оттуда началась точка отсчета, она сказала: вот не надо каждой сестре по серьге, а вот сделайте нашему главному колледжу ремонт. Рафиз всех слушал, я так и понимала, что он все на ус наматывает, и вот нам посчастливилось, и он всегда спрашивал, что вот тут нам сделать, что тут сделать. Что вы еще хотели? Вот это автосервис, это была моя мечта. Столько вы нам, Рафиз, правда, сделали. Я не знаю, просто слов нет. Спасибо вам огромное. Абхазский многоотраслевой колледж – еще один объект, которому была оказана помощь. Здесь отремонтирована почти половина помещений, среди которых профессиональная кулинарная лаборатория, оснащенная по последнему слову техники. Хорошая лаборатория, ничего не скажешь, по самым современным стандартам сделано, все оборудование на высшем уровне. То, что студент хочет сегодня, все имеем. Это благодаря нашему сотрудничеству. Я, честно говоря, надеюсь, что этот проект будет продолжен. И мы, неважно, у меня будете, у кого-то будете делать, для Абхазии будет что-то делать. Частью программы ЕС-ООН стал проект «Профориентация молодежи через привлечение к рабочим профессиям», реализованный Сухумским домом юношества. Его участники прошли образовательный курс, состоящий из лекций, экскурсий, мастер-классов по этнографии Абхазии, истории живописи, скульптурному и гончарному делу. Полученные знания закреплялись на практических занятиях в мастерской студии «Артель». То, что сегодня в Абхазии востребовано, а востребованы рабочие профессии. То есть я сейчас не открываю истину какую-то, да, но проблема состоит в том, что как привлечь молодежь. У нас в менталитете нашего народа стремление к образованию присутствует, оно есть. Немножко, правда, есть уклон в высшее образование, но сегодня рабочие вот эти профессии, которые востребованы, на самом деле мы говорим о том, что сегодня скоро у нас будет меньше электриков, меньше сантехников, керамистов, я не знаю. И в этом плане этот проект, конечно, большой прорыв. Около 5 лет назад директор НПО Амилат Ресурская Циза Гумба вместе со своей командой провела аудит всех колледжей Абхазии и показала реальную картину состояния учреждений профтехобразования республики, что сыграло большую роль в реализации программы ЕС-ООН. За этот период, что мы с вами работали, мы приобрели огромный опыт дополнительно к тому, что мы уже делали. И, конечно же, вы были тем, кто сумел всех нас объединить и каким-то образом выправил ту линию, которую мы, надеюсь, будем продолжать. Даже там, где я говорила, что нет смысла там делать, потому что это такой район, где мало... А он говорил: нет, давайте и там сделаем.
И таким образом он, конечно, охватил все районы Абхазии, насколько это было возможно. В рамках грантового механизма была оказана поддержка образовательным курсам в 2 колледжах, а также в Ачамчирском доме юношества. На встрече присутствовала и координатор проектов ЕС ПРООН, реализуемых в Абхазии, Саида Ануа. Благодаря проекту национальных ресурсов мы смогли привлечь в Абхазию гораздо более серьезный масштабный проект. И очень важно, конечно, какие личности тоже привнесли в этот успех. Это и ваша прекрасная команда, и Рафис, безусловно, и вы с вашим пониманием постсоветского, да, вот такого контекста, и с таким, знаете, вот быстрым погружением вот в нашу такую специфику. В течение нескольких лет реализации проекта ЕС ООН информационную поддержку оказывали абхазские СМИ, в частности, государственное телевидение. Эта тема среднего профессионального, как сейчас сказать, или среднего специального образования, она очень близка мне всю жизнь. Я прекрасно понимаю, что у нас в 90-х, после нашей войны и так далее, если определенное внимание уделялось школе и высшему образованию, так получилось, что это среднее звено нашего образования оказалось без абсолютно, можно сказать, должного внимания. Без технических специальностей развивать экономику это абсолютно невозможно. И поэтому эта тема, кстати, эта отрасль нас очень интересовала. И так получилось, что до того, как мы начали этим заниматься на телевидении, вы уже начали работать, это замечательно. И так получилось, что параллельно на нашем телевидении появился очень хороший проект. Я думаю, что один из лучших проектов, который имеет прямое отношение к тому, что вы делали все это время, это вот передача, которую ведет вот Сария, наверное, вы знаете, Сария Цикутаня, называется «Азанат», да, профессия. Это просто замечательно. Даже мне, взрослому человеку, который всю жизнь в образовании работает, мне казалось, что мне открылся совершенно другой мир молодежи и другой части нашей молодежи. И спасибо огромное. Я думаю, что эта программа работает не только в Абхазии, и программа, видать, с опытом, с историей. И здесь самое главное, что мне нравится, конечно, понимание базовых вещей, понимание того, что экономика без рабочих рук, без рабочих профессий, она просто не может развиваться. Программа по улучшению среднепрофессионального образования завершает свою работу в январе 2022 года. Техническое оснащение, привлечение молодых педагогов, тренинги повышения квалификации, профориентация молодежи – все это дает свои результаты. Во всех колледжах, которым оказана помощь, несмотря на пандемию, наблюдается увеличение количества студентов и открытие новых направлений образования. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.